Так, пожалуйста, Джаныбеков. Вам Спасибо. предоставляется право задать вопросы. Уважаемый представитель президента и Кабинета министров Кыргызской Республики, скажите, пожалуйста, вот вы сказали в своем, вот вы указали в своем возражении, что частное определение – это не наказание, а обращать внимание на выявленные нарушения. То есть, получается, почему тогда судьи указывают, чтобы принять решение? Вот на кыргызском так звучит. Ны Жаныбековтың адвокаттық иш жүргүзүү укугуна лицензиянын колдонулушун токтотуу маселесин кароо боюнча көңүл бурулсун, указывает. Жана тийиштүү чаралар көрүлсүн. Здесь получается, если это не наказание, как вы можете понять данное вынесенное частное определение? То есть суд указывает на принятие какого-либо решения. Комиссию по этике адвокатов адвокатуры Кыргызской Республики. В моем понимании так. И вы указываете, что это не наказание, а это просто обращение. Ну, это я остаюсь на своей позиции. Это говорит речь о компетенции судьи. Если судья, Понял. Уровень его компетенции он не понимает, что он не вправе указывать комиссии этики, потому что это самостоятельная организация, он может указать, какие действия он произвел. И сказать, в соответствии с законом рассмотрите. Но если компетенция некоторых судей доводит до такого состояния, я не думаю, что это должен быть предметом споров именно конституционности наших нормативных правовых актов, которые регулируют данный процесс. Это вопросы компетенции, это их действия. Я думаю, что по соответствии с законом вы можете обратиться в Совет судей с жалобой на действие и некомпетентность судьи, но это не должно быть руководящим, направляющим для комиссии этики. Я думаю, в адвокатуре там грамотные, знающие свои права и обязанности люди рассматривают. Скажите, кстати, пожалуйста. Джаныбеков, как бы пока мы далеко не ушли от этого, да, от этого вопроса. Каковы были вообще последствия вот в отношении вас, да, конкретно вынесли частное определение, вынес судья Октябрьского района, да, кажется. Каковы в дальнейшем вообще события происходили? Можно? Да, сидя можно. Сидя. Когда вынесли частное определение, я хотел объясниться суду, но однако суд вынес после того, как огласил приговор. То есть, как только он вынес частное определение, через 3 месяца он, получается, когда это произошло. Я потом объясню, что на самом деле произошло. Как только вынес, он сразу закрыл судебное заседание. Я не смог объясниться. Потом я обжаловал. Так. Когда обжаловал, суд апелляционной инстанции задался вопросом, на какую норму вы ссылаетесь при обжаловании данного судебного акта. Я сказал на общие принципы. Они сказали, что... Ну, они не сказали, они сказали, тогда мы после того, как примем решение, вы посмотрите, ознакомитесь. И они оставили, то есть, получается, прекратили апелляционное производство, и потом дело направлено в Верховный суд вместе со всеми материалами уголовного дела. То есть я не обжаловал определение апелляционной инстанции, я обжаловал судебный акт, который вынесен. А дальше они направили или нет, мне неизвестно, потому что после этого произошла ротация судей. Хорошо. Этот вопрос рассматривался в адвокатуре, как это называется, я был или нет? Я был в зарубежной командировке, поэтому мой телефон был выключен, и они мне не звонили. Понятно. Мне неизвестно, какова судьба. Ага. Да, дальше продолжайте задавать вопросы. Скажите, пожалуйста, вот вы указали и сказали, что если адвокат там затягивает и так далее, затягивание, то есть получается, если адвокат не является, могут это ли предметом вынесения частного определения, по вашему мнению? Например, я не явился, а явился в другой суд, например,
в Октябрьском суде рассматривается уголовное дело, и в Первомайском районном суде тоже одновременно по одному дату. Я явился в Первомайский районный суд, поскольку они первые назначили на эту дату. Я туда явился. И суд вынес частное определение. Могут ли это основанием для вынесения частного определения? Нет, ну вы как... Если я уведомил... Вы меня не перебивайте. Вы как адвокат с опытом, если у вас назначено в 2 местах, ну в Октябрьский-то обязаны уведомить, отправить Я уведомил. копию извещения. И если после этого, зная, что у вас процесс в Первомайке, судья Октябрьского вынес, я думаю, что комиссия по этике должна потом прекратить производство или, ну, сообщить, что... Разобраться в общем. Да, разобраться. Я в данном случае одна неявка не является основанием, 2 тоже, если они мотивированы, есть обстоятельства. Сейчас давайте не будем переходить в эти детали, да, в частные эти, потому что это не имеет значения. Скажите, пожалуйста. Какие-то, не перебивать, меня тем более, присаживайтесь. Какие-то детали могут интересовать Конституционный суд для того, чтобы понимать, да, в какой степени, скажем, регулятивная, да, как бы способность нормы, которая является предметом рассмотрения, повлияла на сегодняшнюю, да, ситуацию. Только в этой части. Все, что касается остальных частных каких-то моментов, давайте эти вопросы, и чтобы мне не пришлось снимать ваши вопросы, и не пришлось вас призывать к дисциплине. Хорошо? Так точно. Давайте дальше. Скажите, пожалуйста, как относится администрация президента на тот момент, если, согласно Конституции, президент является гарантом Конституции, и в Конституции прописана независимость и самостоятельность судей? Почему тогда у апелляционной инстанции, у суда апелляционной инстанции не была предусмотрена возможность, независимость, самостоятельность, и чтобы они могли разрешить иных судебных актов суда первой инстанции? То есть почему только предусмотрен исчерпывающий перечень в Уголовно-процессуальном кодексе? Почему исчерпывающий перечень? 417 пункт 8 говорит, вправе отменить или оставить или постановление суда первой инстанции. Вот он полностью включает. Суды первой инстанции выносят свои акты в форме постановлений. Единственный акт, который они в форме определений выносят, это частное определение, которое не обжалуется. Я слышал ваши вопросы, представители Джалара Кенеша, и могу с уверенностью сказать, 417 полностью все охватывает. Соответственно, только один документ в форме определения, который не указан в 417, суды первой инстанции выносят в виде частного определения в связи с тем, что она не обжалуется, ее нет в 417. Еще хотел бы, да, обратить внимание суда, я не вправе реагировать на ходатайство наших оппонентов, но в своем выступлении я просил бы, да, ну, учесть, что 417, когда расширили свои требования, они не привели ни одного аргумента в пользу того, что она противоречит Конституции. Мы бы просили суд, если насколько это возможно, не принимать дополнение ходатайства, потому что мы не услышали, хотя я же говорю, я не в праве, но просить я могу не принимать в производство, потому что ни одного довода, потому что слова определения нет, 417 это противоречит Конституции. Возможно, это где-то называется пробел законодательства, но это нельзя никак принять за противоречие Конституции. Поэтому в данном случае, да, вот позиция и просьба к суду. И 417, посмотрите на конституционность. Ну, надо доводы привести, противоречит этой статье. Это полномочия суда апелляционной инстанции. То. Если слова определения нет, то это противоречие Конституции, ну, это уже какие-то запредельные вопросы. Все, я прошу прощения, готов выслушать следующий вопрос. Пожалуйста, следующий вопрос. Есть еще вопрос? Никак нет, уважаемый суд. Да. Самат Аскарович, есть у вас вопросы? Вот скажите, пожалуйста, давайте начнем с этого. Распоряжение председательствующего, то есть не подчинение, 307 указывает, и суд выносит определение. Вот, например, к примеру, то, что государственный обвинитель не обеспечил явку свидетелей, то есть он не подчинился распоряжению председателя, когда председателю судья дал указание обеспечить явку. В данном случае также усматривается вынесение частного определения? Да, частное определение, если прокурор не работает, не приводит какие-то доводы, не обеспечивает, не направляет
поручение органам, которые обязаны обеспечить свидетелей, частное определение прокурору города на ненадлежащее исполнение. Ну, практика это видит и предусматривает. Бывает, прокуроры опаздывают, ненадлежащее исполнять. И все равно суд обращает внимание, что участвующий прокурор Балачаев ненадлежащим образом готовится к процессу, доводы не приводит. Ну, тут много вопросов. Реакция такая же. То есть прокурор вызывает, говорит, почему вы сделали, прокурор вытаскивает свой журнал, доказывает, вот я по адресам прошел, вот квартальные все получили, ну не дошло до свидетелей. Прокурор извещает, что мы провели расследование, этот прокурор доказал, что все нормально работает. Либо прокурора объявлено о неполном соответствии или выговор. Это тоже реакция. Да? Но это не должно быть предметом обжалования, чтобы Генеральная прокуратура вступилась за хорошего или нерадивого прокурора и до Верховного суда шла и процесс приостановить. Схожая ситуация абсолютно. Не, все. Нет вопросов. Всё, да? Уважаемые судьи, есть вопросы? Да. Присаживайтесь.